это стало модным, это стало престижным, не побоюсь этого вот слова. И многие уезжают для того, чтобы, позволяют себе такую роскошь, скажем так. Ну вот на этом мы теряем большое количество статистических данных, потому что надо отдать должное нашим коллегам. Все там борются за каждую роженицу, за каждую, в отличие от нас. Мы, в принципе, никаких преференций не можем предоставить своим роженицам. То есть пришла, родила, спасибо. Не пришла, тоже мы ничего не можем сделать для того, чтобы вернуть женщину в наше лоно. К сожалению, там же борются за каждую женщину. Ей предлагается замечательный социальный пакет. Замечательный в сравнении с нами. Ей предлагается оформление все возможные документации на территории родильного дома. То есть по вашему желанию к вам приедут, вас оформят, выпишут вам все документы, начнут процедуру оформления социального пакета. Там же на месте. Почему это происходит? Я очень активно пыталась выяснить для себя вообще ситуацию, почему так происходит. Вот находясь в Кулаковском центре, это головной центр Российской Федерации по родовспоможению, я занималась изучением этого вопроса. На 30% уменьшилось количество родов. Значит, как только уменьшается количество родов, вот на 30% уменьшилось количество родов, вот в этом отдельно взятом центре, значит, на 30% уменьшается финансирование этого учреждения. Так по всей России, так в Московском этом центральном головном учреждении, и так в каждом учреждении Российской Федерации. То есть каждое учреждение заинтересовано материально в том, чтобы у них количество родов было больше. Уже не говорю о персонале и так далее. Каждое учреждение, потому что вот на сколько процентов падает рождаемость, на столько процентов у них снижается финансирование. Финансирование зависит у них от статистики, от количества родов. Вот и считайте, они борются за каждую нашу женщину. Используются все технологии, то есть они их привлекают и социальным пакетом, и облегчают им всякого рода оформления, и предлагают им всякого рода услуги, и так далее, и тому подобное. Вот вам один. То есть, что хочу сказать. Я так выяснить количество родивших там женщин наших стало практически невозможно, получить истинную картину. Ну, на нашем уровне имею в виду. Я считаю, что государство должно взять на себя вот это. Выяснение количества людей, родившихся там. Выяснение количества свидетельств о рождении, выданных российского образца, выданных там. Эти люди к нам в статистику не идут. Бывают случаи, когда приходят ко мне с просьбой: оформите, пожалуйста, нам здесь свидетельство о рождении. Ну, немного тоже, немногим это надо. Некоторые приходят. Я им говорю: вы же оформили свидетельство о рождении в России. Мы не имеем права, вы у нас не родили, мы не можем вам дать. Ну ладно, ничего страшного. Я говорю: ну как же так? Зачем вы там оформляете своего ребенка? Ваш ребенок уже не является гражданином Абхазии. Их это не волнует, я вам лучше скажу. Потому что лучше, они же граждане Абхазии, они знают, что их ребенок в любом случае получит здесь паспорт, получит гражданство. Они не боятся вот этого. И мы теряем 300, 400, 500 человек в год. Я уже не говорю о тех, которые в Грузии рождаются, но это по необходимости. Вот знаете, есть такие нозологии, которые нам надо в день родов перевести. Специализированные учреждения, где проводятся тяжелейшие операции на сердце в те же сутки, которые они родились. Так быстро мы можем перевести только в Грузию. Они забирают тоже с удовольствием. Тех детей уже, как они там оформляют, вы сами знаете, да? Но я, например, за то, что вот этих детей, которые нам пришлось перевести в Грузию, и которым там выданы были документы, я за то, чтобы когда эти дети возвращаются, им здесь были выданы документы, несмотря на то, что справку о рождении они не привозят. Справку о рождении ребенка роддомовскую у них там изымают. На основании этой справки им дают документ грузинского образца, я так думаю.
Вот. И уже, вот они приходят ко мне и говорят, да, мы не хотим грузинское, дайте нам вашу справку, мы хотим здесь оформить. Я как могу оформить ребенка, если он не родился в нашем роддоме, и у меня нет никакого документа о его рождении? Вот этим вопросом тоже надо заняться. Я хочу сказать, что 2000 родов у нас было все эти годы, ну вот позапрошлый год, там до пандемии, во время пандемии у нас было до 2000 родов, да, но вот сейчас вот это резкое снижение родов, да, катастрофическое, я считаю, если бы не понимать, что эти люди все равно рождаются. Вот на 500 родов, например, у нас меньше стало, у нас в роддоме. Почему? Конечно, можно с ума сойти и думать, если это истинная картина, да? Но я уверена в том, что эта картина не истинная. Количество родов, которое прошло в Абхазии, оно на 30% меньше того, что на самом деле происходит. На самом деле эти 2000 мы догоняем, просто мы их не можем посчитать. Абсолютно все равно этим людям, оформятся они в Абхазии или нет, они этого не понимают. А моей личной компетенции Минздрава для этого не достаточно.